Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Индексация пенсии и новая система назначения пособий на детей до 7 лет. Совещание по соцвыплатам провел Владимир Путин. Продолжается кампания по вакцинации против COVID-19 в Якутии. Кто получает прививки первыми? В Нерюнгринском музее освоения Южной Якутии украсили елку необычными игрушками. Их возраст более 50 лет. Пенсии в 2021 году проиндексированы на 6,3%, что превышает уровень инфляции. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль. Повышение коснулось 32 миллионов человек, добавил глава Минтруда. Помимо этого, по 5000 рублей на ребенка получили 13,5 миллионов детей. Также предложена трехступенчатая система выплат детских пособий на детей от 3 до 7 лет. Ее размер будет зависеть от уровня доходов семьи. Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Фонд помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями создадут в России. Его назвали «Круг добра». Это инициатива президента страны Владимира Путина. Фонд планирует наполнять средствами от повышения ставки НДФЛ для получающих свыше 5 миллионов рублей в год. В текущем году в фонд, как ожидается, поступят 60 миллиардов рублей, из которых 47 миллиардов планируется направить на лекарства для больных детей. Далее об актуальной эпидобстановке в Якутии. 120 новых случаев COVID-19 выявили в регионе за сутки, в том числе 50 заболевших в столице. В Мернинском районе 11 случаев, в Алданском и Нерюнгринском по 9, в Мегино-Кангаласском 7 случаев. В некоторых других районах заболели от 1 до 4 человек. Тем временем продолжается кампания по вакцинации против коронавируса в Якутии. На сегодняшний день в республику поступило свыше 3000 доз вакцин. Израсходовано порядка 80% из них. В первые дни Нового года прививки получили работники Министерства здравоохранения региона, чтобы своим примером показать коллегам безопасность и надежность вакцины. Продолжит тему Александр Хавренко. Медики и социальные работники оказались в числе первых якутян, получивших прививку от коронавирусной инфекции. В республику было доставлено свыше 3000 доз вакцины, и на сегодняшний день израсходовано порядка 80% поступивших препаратов. Неживая вакцина имеет оболочку коронавируса, протеиновую оболочку. Тем самым при введении у человека образуются антитела. Тем самым человек защищается от коронавируса. Вводится двукратно, интервалом 21 день. Сначала первый компонент вводится, потом 21 день второй компонент. Как отмечают медики, практически у всех привитых не наблюдается никаких серьезных побочных действий. В первый день после вакцинации может наблюдаться небольшая сонливость и покраснение в месте, куда ставили укол. На следующий день проходит и это. В числе первых, получивших вакцину, были и сотрудники Министерства здравоохранения республики, чтобы на себе показать пример коллегам и доказать, что вакцина совершенно безопасна. Как раз в рамках, в том числе и рекламной кампании, решила однозначно привиться и сама, поскольку даже среди медицинской общественности идет ярое обсуждение, насколько качественна эта вакцина, насколько она полезна, нужна ли она вообще. Поэтому своим личным примером хотела показать, что вакцина действительно хорошая, у меня вторая доза уже. Я в первую дозу, себя хорошо чувствовала, у меня не было никаких побочных явлений. И надеюсь, что через 40 с лишним дней получу антитела. В скором времени в республику поступит еще свыше 69 тысяч доз новой вакцины. И тогда список тех, кому будут сделаны прививки, значительно расширится.
том числе это будут люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь это сахарный диабет, и в дальнейшем это будут работники педагогических предприятий, ЖКХ, то есть те, которые встречаются наибольшим количеством населения, подвержены максимальному риску. Вакцины двух типов. Это гамковид «Спутник», которая первая вакцина, и вторая «Эпивак», которая векторовская. Вакцинация проводится на добровольных началах. Но и врачи, и сотрудники министерства призывают граждан не отказываться от прививок, как только начнется массовая кампания, тем самым обезопасив себя и своих близких. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Новогодние праздники для дорожников Ленска выдались жаркими, и город в буквальном смысле засыпало снегом. Если по главным дорогам можно было проехать, то по частному сектору автомобилисты старались не передвигаться вовсе. Жители в мессенджерах жаловались, что выбраться из своих переулков невозможно, и просили городские службы очистить проезд. С 4 января дорожники вышли на очистку улиц. Контракт на их обслуживание заключен временный на 2 месяца. Первую неделю будет чисто зачистка, будем складировать кучи вдоль проезжих частей. И все, потом уйдет техника на частный сектор, а мы выйдем на уборку, вывозку снега. Частный сектор у нас запланирован, наверное, числа 15-го мы выйдем на частный сектор. Сейчас зачистимся город и начнем чистить частный сектор, и пойдем чанчики ближний, дальний. Техника будет работать в 2 смены, в день и ночь. Я думаю, в течение 3-4 дней мы город зачистим. Усиление ветра ожидается в ряде районов Якутии сегодня. Синоптики прогнозируют непогоду в Оленёкском, Мирнинском, Жиганском, Анабарском и Булунском районах. Порывы ветра составят до 15-18 метров в секунду в Оленёкском и Жиганском районах, а также на севере Мирнинского района. Кроме того, в Анабарском и Булунском районах ожидается ветер до 20-25 метров в секунду. Местами порывы достигнут 30 метров в секунду. На модернизацию детских школ искусств в регионах правительство страны направит свыше 9,5 миллиардов рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт и реконструкцию зданий в ближайшие 3 года. Премьер Михаил Мишустин внес необходимые для этого изменения в госпрограмму развития культуры. Размер субсидий для каждого региона будет зависеть от количества школ, требующих ремонта, и необходимых для этого затрат, указанных в проектной документации. Постановлением также определяется финансирование на поддержку сельских учреждений культуры и их лучших работников. В Нерюнгринском музее освоения Южной Якутии имени Пьянкова к Новому году была установлена елка с игрушками времен 60-х, 80-х годов прошлого века. Сотрудники музея провели реэкспозицию 3-го этажа и дополнили содержание комнаты эпохи Советского Союза. Ирина Кичигина подробнее. Мишура, дождик, гирлянды, всевозможные елочные игрушки. Разнообразию новогодних украшений сегодня можно только позавидовать. А вот чтобы узнать, как выглядела новогодняя елка 40-50 лет назад, мы пришли в музей освоения Южной Якутии. Как рассказали сотрудники музея, еще в языческие времена на ель вешали различные плоды, чтобы умиловестить богов. С приходом христианства елка стала символом вечной жизни, а плоды символизировали дары, которые принесли волхвы, когда родился Христос. А на макушке светила Вифлеемская звезда. Во времена коммунизма звезда стала пятиконечной, а игрушки стали отражать политическую тематику. Допустим, в годы послереволюционной была коллекция новогодних шаров с изображением, тиснением лидеров партии. В годы Хрущева были приняты игрушки на овощную тему: кукуруза, снопы пшеницы, редиска, огурчики. Или с полетом человека в космос появились человечки-космонавты, были человечки-красноармейцы. Также были популярны игрушки на сказочную тематику. Шишки, сосульки, домики и даже бусы были сделаны из стекла и легко ломались, поэтому их очень берегли. Большое распространение в Советском Союзе получили украшения из папье-маше, картона, старых открыток и цветной бумаги. Я помню из своего детства, как я со своими братьями и сестрами вырезала из салфеток снежинки. Разные, квадратные, круглые, ну так как фантазия уже пойдет. И клеили их на окна.
Была цепочка бусинок, да, как она называется? Бусинки. Она была стеклянная. Вот сейчас таких даже нет уже в продаже. И был такой чудесный грибок-боровичок, который мы периодически подкрашивали ему шапочку, чтобы он был безумно ярким. И он, между прочим, до сих пор жив. Мы клеили дождик, прикрепляли к вате, смачивали в мыльном растворе и клеили к потолку. До сих пор мама вспоминает эти чудесные пятнышки мыльные на потолке. Первое время и советские гирлянды были достаточно примитивные. Они состояли из обычных лампочек, окрашенных в разные цвета. В послевоенное время появились первые елочные лампы в декоративных колбах. Эти изделия были настолько долговечными в использовании, что могли передаваться из поколения в поколение. Современный же праздник – это настоящая световая феерия для наших предков. И все же нам так нравится вспоминать те времена, когда в каждом доме была настоящая лесная елка и эти чудные игрушки. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. В Мирном Дед Мороз уже вовсю раздает подарки детям. В Алмазном крае он поздравил Максима Федотова, малыша с ограниченными возможностями здоровья, который уже несколько лет упорно идет к своей цели – учится самостоятельно ходить. Вместе со сказочными героями Максима навестили наши коллеги. Последние приготовления перед поздравлением. Все волнуются. Сказочные герои по совместительству ученики 12-й школы готовятся, но тоже волнуются перед премьерой. Ведь это у них впервые. Дед Мороз 100-й раз повторяет текст. Все хотят, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Посмотрим, на месте ли подарок. Подарок на месте. Все, теперь можно трогаться в путь. Небольшой дом по адресу Лумумба 1, и мы на месте. Здравствуйте. Привет, Максимка. Привет. Ну что, приготовил мне стишок? Да. Светит ярко наша река. Дед Мороз стучит сюда. В этот праздник новогодний. Чудо ты скорее пови. И самый волнительный момент. На носу у снеговика даже морковка выросла. Он весь в ожидании. Лишь бы желание исполнилось. Так это же вертолет? Да. Максим, ты хотел? Ты писал письмо, чтобы именно Дед Мороз тебе подарил вертолет? Да. Кому машинки, автоматы или игровые приставки, а нашему герою больше всего нравятся вертолеты. Каких у него только нет. Здесь целый игрушечный аэродром. Почти все время малыш проводит с мамой, папой и бабушкой. Гости у них бывают редко, тем более сказочные. Поэтому и рассказывает он всем и обо всем. Мама говорит, что цены большие. Я хотел Майнкрафт. Понятно, Максимка. В этом доме Дедушку Мороза ждали. Елку нарядили, стол накрыли, новогодний костюм приготовили. Необычного гостя Максимка и встречает необычно. Показывает, как научился ходить. Ну и какой праздник без песни про елочку. Пока хоровод водили, ножки немного устали. Но родители говорят, лечение помогает хорошо. Скоро малыш пойдет сам. Главное заниматься, не опускать руки. Горящие глаза и радостный смех говорят сами за себя. Новогодний сюрприз для маленького Максимки удался. Еще одно новогоднее чудо свершилось. Да и ребятам из 12-й школы такой опыт понравился. Обещали чаще навещать малыша. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Пока, Дедушка Мороз. Пока, Максимка. Приходи к нам на следующий год. Обязательно приду, Максимка. Пока. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.